Как мы видим, это кладбище уже закрыто, сюда никого не хоронят, и поэтому он в таком неухоженном виде. Видим, что деревья повалены, что мусор кругом есть. Но просто сюда уже редко кто приходит, и люди, может быть, есть тут родственники у кого-то, но так как памятник на арабской вязи, люди не могут знать, кому принадлежит тот или иной памятник. На это кладбище Пороховой Слободы люди в основном не ходят, редко кто сюда заходит, и поэтому даже вот мы во время работы видели, что здесь даже летом живут бездомные люди. Они тут строят какие-то шалаши, видимо, тут ночуют, видели там какие-то остатки продуктов. Тут они нашли себе как бы спокойное убежище, где они могут находиться. Тут видим сломанный и поваленный памятник. Он вот здесь сломался в основании и упал. Потом покрылся листьями. Вот мы видим зеленые, это лишайники. Памятники покрываются вот этими лишайниками, мхом. И они потом тут вся запись уже стирается. Вот памятник на кириллице 40-х годов, вот 1942 года. Памятник женщины, которая родом была из деревни Алан современного Тюльчинского района. Кладбище занимает примерно 2-3 гектара. Мы полагаем, что это кладбище было чуть больше. Но на этой стороне уже построили дома и автосалон. Вот. Мы думаем, что вот кладбище, оно доходило еще до севера, чуть дальше. Но вот там мы видим, уже построили дома. В 2017 году мы провели тут полное исследование этого кладбища на наличие эпиграфических памятников. Нашли вот 146 памятников, которые представляют научный интерес, и издали вот такую книгу. На татарском языке называется «Казанның доры бистасы эпиграфик историятлары», то есть означает эпиграфические памятники Пороховой Слободы Казани. Эта книга, конечно, тут тираж маленький, но все равно некоторые люди, потом прочитав, обратились к нам. Оказывается, они нашли тут памятники своих дальних предков. Например, обратились родственники историка Булата Султанбекова. Оказывается, его предки похоронены здесь. Это один из самых ранних памятников. Относится к 1843 году. Тут очень маленький памятник, но этот памятник все равно представляет большой исторический интерес, потому что этот памятник относится к 1846 году. Здесь написано, что этот памятник Хусни Джамал, дочери Ихсана. В 50-х годах 20 века, когда уже арабской графикой не пользовались, уже, можно сказать, забыли про этот почерк, но все равно люди изготавливали памятники на арабской вязи. Они следовали традиции. Но и в конце все равно имена умерших писали параллельно и на кириллице, чтобы люди, потом уже их дети, внуки могли узнать, кто здесь похоронен.
советское время устанавливали памятники даже из железа. Вот мы тут видим железный такой знак со звездой. Возможно, здесь еще была какая-то табличка с именем человека, который здесь похоронен, но уже табличка не сохранилась. Встречаются памятники даже с шестиконечными звездами, как вот звезда Давида. Это знак вместе с полумесяцем изображали на татарских памятниках уже с золотоордынской эпохи. Самый ранний памятник на этом кладбище вот этот. Он установлен на могиле Ахмади, сына Габдрахима. Он скончался в 1841 году. Раньше татары любили окрашивать памятники в зеленый или синий цвета. Эти цвета любили, потому что зеленый цвет, он означает зелень, райские растения, ассоциируется с какими-то райскими наслаждениями, поэтому красили зеленый цвет. А синий цвет — это цвет неба. Вот этот памятник принадлежит Габдульбари Му'минову. Вот здесь он похоронен. Габдульбари Му'минов работал в мечети Пороховой Слободы сначала муадзином, а потом уже имам-хатыбом. Но самое главное то, что он еще работал резчиком, мастером-резчиком. Он был искусным мастером-резчиком, и его работы можно встретить не только в Казани, на кладбищах Казани, но и на кладбищах Татарстана. Он изготавливал такие красивые памятники, и даже в дореволюционной прессе встречались его реклама. Гранитные памятники мы видим. Это памятник, сделанный из гранита. Они стоили дороже, чем из других материалов. Они были потому что очень крепкие.